Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. В рамках Всероссийского экономического форума будет подписано соглашение о взаимодействии между Якутией и Россотрудничеством. Детали соглашения расскажет в прямом включении из Владивостока наш корреспондент. Ожидается, что на территории республики в этом году будет добыто более 40 тонн золота. Установит ли Якутия рекорд по добыче драгоценного металла? Ежегодно в грибной сезон Роспотребнадзор подсчитывает случаи отравления. Чтобы тихая охота была в радость, грибники поделились своими лайфхаками. Второй день Восточного экономического форума в столице Дальнего Востока начался с акции посадки деревьев под названием «1000 реликтовых деревьев на сквере на набережной». Всего, как отметили организаторы, сегодня с утра участники, а это губернаторы и высокие лица форума, посадили 100 деревьев. Саженцы в рамках данной акции предоставил организаторам Приморский ботанический сад. Акцию запустила мэрия города Владивостока в рамках восстановления флоры и фауны. Напомню, в этом году в Приморье из-за ледяного дождя погибли много редких растений, часть которых были занесены в Красную книгу. В рамках участия данной акции глава Якутии Айсен Николаев посадил кингхо двулапостный. У нас сегодня будет высажено 100 деревьев, часть уже посажена, и сейчас у нас будут высажены именные деревья. Все деревья выращены в ботаническом саде города Владивостока, которые подготовили все саженцы и весь посадочный материал. Часть из них, большинство, являются реликтовыми и очень ценны в Приморском крае. Это такие, как тис остроконечный, они особенно важные для Приморского края. Гинка двухлопастный, рододендрон шлиппенбаха и многие другие. Сегодня мы все их будем высаживать. В Якутии что попалось? Не знаете? Магнолия зибальта – очень красивое дерево, которое цветет практически все лето и будет радовать всех якутов, которые будут приезжать на каждый год форума. Также на экономическом форуме Якутия и Дом РФ подписали ряд документов о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут работать над вопросом развития инфраструктуры в регионе. Так, в рамках данного меморандума Дом РФ будет работать над вопросом поддержки строительства домов на территории города Нерюнгри и Якутска. По словам руководства Якутии, это важное для субъекта соглашение, так как сегодня регион бурно развивается и новые проекты для республики дадут новый импульс для расширения территорий. Сегодня подписывается меморандум между Домом РФ и республикой по поводу реализации проектов инфраструктурных облигаций. Это наша компетенция. Инфраструктурная облигация – это такой механизм, который позволяет привлечь с рынка деньги, но для регионов это деньги будут дешевые. 3-4% всего на 15-30 лет. За счет этих денег можно строить дороги, социальную инфраструктуру, инженерную, коммунальную инфраструктуру. Соответственно, это возникает хорошие возможности для того, чтобы увеличить жилищное строительство, объем жилищного строительства. И поэтому мы активно сейчас используем этот инструмент в целом в стране и на Дальнем Востоке. Целый ряд регионов сегодня с нами оформляет подобного рода меморандум. Мы заходим сегодня на Сахалин, Магаданскую область, Хабаровский край, Приморский край. И вот с Якутией мы тоже сегодня подписываем такое соглашение. Важный это этап, который обозначит конкретные объекты и в Якутске, и в Нерюнгри, и позволит создать вот эти площадки, потому что в стоимости жилья, к сожалению, очень квадратного метра, очень много приходится процентов до 10-15, то есть 20% именно на инженерную структуру, дороги и так далее. Если это будет сделано вот таким образом за счет дешевых относительно денег, то возможности по строительству социальных объектов жилья резко возрастают. Между тем, Якутия в этом году может установить рекорд по добыче золота. Ожидается, что на территории республики будет добыто более 40 тонн. Об этом заявил Айсен Николаев в ходе сессии на тему «Недра Дальнего Востока» на пути от геологоразведки до комплексной переработки, которая прошла в рамках Всероссийского экономического форума. Глава региона отметил, что Якутия сохраняет лидирующие позиции по добыче полезных ископаемых. Так, по прогнозам специалистов, в этом году в республике будет добыто
добыто 98 тонн серебра, 35 миллионов тонн угля, 12 миллиардов кубометров газа и 17 миллионов тонн нефти. Глава региона отметил, что необходимо не просто добывать все, что разведано, но и продолжать развивать минерально-сырьевую базу. Разведки и добычи. Мы предлагаем, и здесь мы абсолютно согласны с предложением Министерства природных ресурсов, снизить административные барьеры в геологоразведке и добыче, в том числе разрешить одновременное проведение работ на разные виды ископаемых несколькими пользователями недр на границах горного отвода. Сегодня мы уже в Западной Якутии очень часто наблюдаем ситуацию, когда происходит конфликт между недропользователями, классический случай алмаза и нефть. Залегание на абсолютно разных пластах, абсолютно разных подходах к добыче, так, вместе с тем лицензиат или алмазники, или нефтяники, так, ну и, соответственно, и те, и другие отказывают друг другу. В рамках очередной сессии ВЭФ Айсен Николаев сообщил, что власти республики планируют создать фонд кино и анимации для поддержки киноиндустрии. Сейчас выделяются средства на развитие кино в размере около 80 миллионов рублей на конкурсной основе. Планируется привлечь и частные средства. Создадут фонд кино и анимации, который будет привлекать внебюджетные инвестиции, подчеркнул глава республики. Кроме этого, к 2035 году ожидается двукратное увеличение числа занятых в креативных индустриях Якутии с текущих 42 тысяч до 95 тысяч человек. А в 2022 году запустят крупнейший креативный кластер в Якутске для подготовки специалистов киноиндустрии. Кроме того, к концу этого года планируется представить стратегию развития якутского кинематографа, которая будет разработана на период до 2025 года. Сегодня, 3 сентября, отмечается День воинской славы России, день окончания Второй мировой войны. До 2020 года эта знаменательная дата ежегодно отмечалась 2 сентября, но в год памяти и славы, объединенной президентом России, историческая справедливость была восстановлена и днем окончания Второй мировой войны признана 3 сентября. Айсен Николаев поздравил жителей республики с этим знаменательным днем. Заключительный этап Второй мировой войны произошел на Дальнем Востоке в ожесточенных боях. В составе вооруженных сил Советского Союза принимали участие и наши земляки, подчеркнул глава республики. Сегодня благодаря поисковым отрядам восстанавливаются имена воинов-якутян, числившихся на протяжении свыше 70 лет в списках пропавших без вести. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, не сокращалась работа по увековечению воинского и трудового подвига якутян. Восстанавливались мемориалы, велась обширная поисковая работа по возвращению имен пропавших героев страны. Инфраструктурные кредиты дадут возможность в ближайшие годы возвести порядка 350 тысяч квадратных метров жилья в 2 крупнейших городах республики – Якутске и Нерюнгри. Об этом также сообщил глава региона Айсен Николаев на полях 6-го Восточно-экономического форума. Напомню, что ранее Якутия получила инфраструктурный кредит в размере более 4 миллиардов рублей и направит их на реализацию 3 проектов. Комплексные застройки квартала «Воинская часть Якутска», квартала «Р» в Нерюнгри, строительство жилья и инфраструктуры по проекту модернизации и развития российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей. Кроме того, по словам главы республики, реализует проект строительства жилья для работников, строящейся в Якутии Жатайской судоверфи. Наш выпуск продолжит брифинг оперштаба по эпидситуации. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова эпидемиологическая ситуация в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Необходимо обратить внимание на то, что по данным управления Роспотребнадзора на 3 сентября 2021 года зарегистрировано 147 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом в столице нашей республики зарегистрировано чуть меньше 90 случаев, 86. В Камбайском, Вилюйском и Нерюнгринских районах по 5 случаев, по 4 случая зарегистрировано в Амгинском, Ленском, Мирнинском районе, по 3 случая зарегистрировано в Булунском, Мегино-Кангаласском, Намском, Среднеколымском и Усьянском. По 2 случая зарегистрировано в Алайховском, Верхоянском, Момском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском и Винобытантайском. По 1 случаю зарегистрировано в ряде районов Верхневилюйском, Маймиконском, Алекминском, Сунтарском и Татинском.
Лаборатории Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения республики продолжают осуществлять тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Помимо тех, кто находится и имеет признаки ОРВИ, а также находится в контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией, в качестве субъектов, которые исследуются, являются люди, которые приезжают сюда для работы как в порядке непосредственно вахтовой работы у наших недропользователей, так и в целом для работы на объектах Республики Саха-Якутия. За сутки было сделано 3965 исследований. Вообще с начала пандемии в республике обработано уже скоро будет 1,5 миллиона тестов на новую коронавирусную инфекцию. Значит, на настоящий момент наиболее важной задачей является это сохранение санитарного благополучия в республике благодаря действиям, которые осуществляются посредством вакцинации. На настоящий момент в республике 461 755 доз вакцины «Спутник», «Спутник Лайт». Начата массовая ревакцинация тех, кто вакцинировался более полугода назад. И, соответственно, уже на сегодня первую вакцину в республике получили 322 480 человек. Ревакцинировано уже 4590 человек. И с той вакцины, которая непосредственно сегодня есть на территории республики, 70% от общего объема у нас использовано. Необходимо обратить внимание, что вакцинация является первейшей задачей, поставленной сегодня перед органами государственной власти, учреждениями здравоохранения республики, и, соответственно, заслушивается на ежедневном докладе, соответственно, состояние вакцинации по наиболее проблемным точкам. Сегодня после заслушивания вчера ситуации в Верхневилюйском улусе по низкому уровню вакцинации, сегодня получено поручение главы республики выехать в Верхневилюйский улус для того, чтобы разобраться с ситуацией с низкими темпами вакцинации. Соответственно, группа оперативного штаба сегодня выйдет в Верхневилюйский улус, и завтра уже мы дадим информацию о том, что же является причиной низких темпов вакцинации в Верхневилюйском улусе, и, соответственно, проведем организационные мероприятия, направленных на то, чтобы восстановить своего рода санитарно-эпидемиологическое благополучие и в этом улусе республики. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19, а мы идем далее. К другим темам. В Якутии действует 40 лесных пожаров, из них тушат 6 возгораний, используя 20 единиц техники. За сутки локализовали 3 пожара, ликвидировали 10. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников на ежедневном брифинге по лесопожарной обстановке. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики привлекались 9 воздушных судов. Работа по тушению проводится в 3 районах. Это Мирнинский, Усьмайский, Чурапчинский. Приближенных и угрожающих населенных пунктов пожаров нет. Сегодня руководству правительства представлена информация о проделанной работе по строительству школ для ликвидации второй смены в Якутске. В рамках новой программы Минпросвещения России получена поддержка на строительство 6 школ и 5 пристроек к существующим школам на территории Якутска. Новые школы появятся в селе Хатасы, в микрорайоне ДСК, на улице Чайковского и Пирогова и в поселке Марха для кадетской школы. Пристройки будут в школе номер 5, школе поселка Пригородный и в селе Хатасы, школе 26 и 29. Также одна школа появится в новом микрорайоне городского округа Жатай. Таким образом, в рамках этой программы будет создано почти 5500 мест. На эти цели из федерального бюджета планируется привлечь финансирование в размере более 9 миллиардов рублей. В эти минуты во Владивостоке в рамках Всероссийского экономического форума будет подписано соглашение о взаимодействии между Якутией и Россотрудничеством. Детали соглашения знает мой коллега Власий Сергеев. Он прямо сейчас выходит с нами на прямую связь из Владивостока. Власий, здравствуй, передаю тебе слово.
Валерия, здравствуй. Да, я сейчас действительно нахожусь рядом со стендом Россотрудничества, где буквально пару минут назад состоялась церемония подписания соглашения о взаимодействии данного федерального агентства с нашей республикой. Ну, известно, что документ направлен на укрепление позитивного имиджа нашего региона как субъекта Российской Федерации за рубежом, а также на развитие международных, гуманитарных, научно-технических, культурных и деловых связей. Подписи под соглашением поставили глава республики Айсен Николаев и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Ну, я добавлю, что согласно одному из главных направлений данного соглашения, стороны будут проводить совместную работу в популяризации русского и якутского языков за рубежом, а также осуществлять контакты с органами иностранных государств с целью сохранения языка и культуры коренных народов Арктики. Ну, а подробнее о соглашении и его перспективах нам рассказал министр по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Гаврил Кириллин. Я предлагаю послушать. Сегодня главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым и руководителем Россотрудничества Евгением Александровичем Примаковым подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Саха-Якутия и федеральным агентством, которое прежде всего направлено на поддержку тех мероприятий международных и межрегиональных, которые мы будем проводить в рамках столетия образования Якутской АСР в следующем году. Это прежде всего мероприятие направлено на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, на те мероприятия, которые направлены на развитие русского, якутского языков, ну, конечно же, молодежные обмены, которые у нас происходят по линии гуманитарного и межкультурного обмена со странами СНГ прежде всего. Ну и в целом наметили дальнейшие планы для того, чтобы пропагандировать в целом и у нас в стране, и за рубежом нашу культуру, историю и традиции якутского народа. В конце я хотел бы отметить, что это не первое подписание, в котором сегодня принял участие глава республики Айсен Николаев. Так, ранее сегодня были подписаны меморандум с компанией «Дом РФ» по финансированию строительства ряда объектов в Якутске и Нерюнгри, а также соглашение с Росатомом о реализации проекта безуглеродной атомной генерации. У меня на этом все. Я передаю слово тебе, Валерия. Благодарю власти за оперативно предоставленную информацию. Мы продолжим следить за развитием событий на форуме. А я напомню, что с нами на прямой связи из Владивостока был наш корреспондент Власий Сергеев. В музее-центре Хамуса народов мира в Якутске состоялась пресс-конференция по вопросу использования национального инструмента при продаже алкогольной продукции. Так, на прошлой неделе среди якутских пользователей сети Инстаграм разгорелся скандал. В продажу поступила алкогольная продукция «Хамус». Каждая бутылка изделия сопровождается QR-кодом, при наведении на который появляется девушка, играющая на хамусе. По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития, подобного использования якутского культурного наследия недопустимо. При этом в настоящее время стоит вопрос о том, чтобы присвоить игре на хамусе статус нематериального наследия. В этом году мы как раз первым проектом подали именно в Российский дом народного творчества «Хамус». Ну, не сам хамус, а музицирование на хамусе. И получили положительный ответ. Это является тоже, ну, если там полностью приказом она будет как бы опубликована, она будет защищена, это музицирование. Ну и в последующем уже будем смотреть над защитой самого названия инструмента и так далее. Приложение для смартфона или луковица в кастрюле. Такие нехитрые способы помогут распознать ядовитые грибы. Их важно знать ежегодно. В грибной сезон Роспотребнадзор подсчитывает случаи отравления. Есть и летальные исходы. Чтобы тихая охота была в радость, грибники делятся своими лайфхаками. Олеся Васева продолжит тему. Когда мы приехали в город Ленск, здесь были традиции в организациях ездить за грибами. И вот всем автобусом мы собирались, ехали за грибами, собирали грибы. И потом у нас стала традицией ездить с семьей. Эту традицию из родительского дома Евгения Чернова продолжила и в своей семье. В грибах разбираются, опыт переняла от бабушки и мамы. Предпочтений особых нет, собирают все, но не в промышленных масштабах. Пожарить свеженьких и засушить на зиму. Но здесь грибов очень много.
белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, маслята, грузди белые, грузди желтые, сухой груздь. Вот есть редкость, конечно, но можно найти. Но у меня все из детства. Как мама научила, те и собираем. Червивый, значит, съедобный, как еще говорят. Не червивый, значит, поганка. Ежегодно 1000 россиян страдают от отравления грибами. В среднем 30 случаев заканчиваются летальным исходом. Цифры посчитал Роспотребнадзор. Если опыта не хватает, на помощь всегда придет интернет. Существуют и специальные приложения для смартфонов. Отличить мухомор, наверное, сможет каждый, но с грибами не всегда все так просто. Например, некоторые грибы, которые мы привыкли считать несъедобными, на самом деле вполне пригодны к употреблению. Но не исключаются и случаи отравления, поэтому при сборе грибов нужно быть очень внимательными. Так ли легко отравиться грибами? Мы отправились на улицы Ленска с вопросом, а съедобен ли гриб на картинке. К слову, это ядовитый желчный гриб, может вызвать серьезную интоксикацию с болью в животе, тошнотой, рвотой и расстройством пищеварения. Это съедобный гриб или ядовитый? Съедобный. А почему? Как называется? Красноголовик или подосиновик. Да, съедобный. А как называется гриб? Подберезовик. Это съедобный. Почему? Это, кажется, масленый. Нет, абабок. В жизни, если оранжевая шляпка, значит подосиновик, если посветлее, значит подберезовик. Желчный гриб так и остался неузнанным. Не зря его называют ложным белым и путают с благородными. Но он и не смертелен. А вот эти грибы важно запомнить раз и навсегда. Все они растут в Якутии и смертельно опасны. И напоследок лайфхак. Если не уверены, что в кастрюле все грибы съедобны, положите в нее луковицу. Если там есть ядовитые экземпляры, луковица посинеет. Олеся Васева, Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая. Телеканал «Алмазный край». На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.